Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Туркменского активиста оштрафовали за требование в поликлинике показать приказ о вакцинации против коронавируса. Туркменский активист Мурат Душимов получил штраф в размере 100 манатов, около $3, за то, что в поликлинике номер 12 Безмейнского района Ашхабада потребовал ознакомить его с приказом о вакцинации против коронавируса. Активист попросил врача по фамилии Назарова показать, на основании какого приказа Минздрава людям делают вакцину против COVID-19, если на самом деле эпидемии, как говорят по местному телевидению, в Туркменистане нет. Врач отказалась, и уже на следующий день Душимова вызвали в суд, где ему предложили подписать готовую объяснительную. В ней активист признается в том, что он якобы ругался в общественном месте. Разговор с врачом произошел 15 июня, ролик на ютубе выложен 25 числа. На видео активист просит врача поликлиники показать письменный приказ Минздрава о вакцинации населения против коронавируса. Душимов говорит, что он, согласно 38 статей Конституции, имеет право ознакомиться с документами. Врач в ответ заявила, что приказа у нее нет, нам сказали вакцинировать пожилых граждан, а остальное нас не касается. Душимов в ответ спрашивает, кто будет нести ответственность, если человек после вакцинации скончается. Врач отвечает, что таких случаев нет, на что активист приводит в пример своего соседа, скончавшегося за день до этого, 14 числа, после прививки. Наверное, он на учете состоял, парирует врач. Да, состоял, у него был цирроз печени, отвечает Душимов. Ну, все понятно, умер от своего заболевания. Нет, после вакцины, он состоял на учете, его колоть было нельзя. Моя мама тоже болеет, но слава богу жива после вакцины. И что? Это не показатель. На одного вакцина действует так, на другого, иначе. У нас противопоказание только рак, люди, получающие химиотерапию или недавно прошедшие операцию. Мой свекор с циррозом печени, имеет гепатит, инсулинозависимый диабетик, слава богу, жив-здоров. Это только Аллах знает, как все будет. В ходе спора врач неоднократно пыталась выяснить личные данные своего визави, пугая прокурором. Местами доктор, отвечая на вопрос, зачем проводится вакцинация в стране, где коронавируса якобы нет, говорила, мол, а разве вы не видите, что происходит вокруг, что люди в Туркменистане болеют? У нас, например, случаются аварии, бывают убийства. Но разве это показывают по телевизору? Спрашивает врач. Вот даже эти данные не дают нам. То есть до меня никто у вас про свои права ознакомиться с документами не спрашивал? Уточняет Душимов. Не спрашивал? Потому что они все видят глазами, что творится в стране, по всему миру что творится. Однако затем врач не раз повторяла, что эпидемии в стране, слава богу, нет, а вакцина делается в качестве профилактики. На втором видео Мурат Душимов рассказал о том, что произошло дальше. На следующий день после визита в поликлинику его вызвали в Безмейнский районный суд, где ему предложили подписать уже готовую объяснительную. В ней активист якобы признает свою вину в том, что ругался в общественном месте и впредь больше так делать не будет. Помимо этого, он, по решению суда, должен оплатить штраф в размере 100 манатов. Не было никакого следствия, полиция меня не допрашивала, отметил Душимов. Дело сразу направили в суд. В суде активист сказал, что он не ругался ни с кем, а просто пытался получить ответы на свои вопросы, на что ему ответили, что в случае несогласия с решением, ему придется увидеться с судьей. Примерно через 2 часа его отвели в кабинет судьи, где тот сразу попросил подписать бумаги. Один документ гласил, что Душимов отказывается от адвоката. Я спросил судью, если не подпишу, то придется еще 3-4 часа ждать адвоката. На что судья сказал, что да. Тогда я подписал эту бумагу, говорит Мурат Душимов. Активист объяснил, что в поликлинике видеозапись он произвел случайно. И это оказалось доказательством того, что он ни с кем не ругался, а все, что на него написали, клевета. Я сказал судье, как вы можете, не выслушав мою версию произошедшего, предлагать мне подписать эти признания? На что тот ответил, что на меня поступило заявление, что материалы уже принесли, и мы не можем не дать вам это наказание. Судья сказал, я тебе помогаю сейчас, даю самое легкое наказание в виде штрафа в 100 манатов. Иначе будет 15 суток ареста по статье 345 «Мелкое хулиганство» Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, говорит активист. Душимов на это ответил, что помощь судьи ему не нужна, ему нужна справедливость. Однако сколько он ни пытался убедить суд в своей невиновности, никто его не слушал. Тогда я спросил, если я напишу встречное заявление, будет ли человек так же быстро в течение суток наказан, говорит Душимов. Да, можешь написать, рассмотрит, ответил судья. В итоге, активист заявил судье, что вину свою не признает. Решение ему выдали на руки, а уже дома он обнаружил в тексте, что вину он якобы признал. 18 июня он подал кассационную жалобу. Уже прошла неделя, но от них ни слуху ни духу.
Когда работник системы пишет заявление на гражданина, то не проходит и суток, как все решают, а когда гражданин пишет, то и в течение недели нет ответа, говорит Мурат Душимов. 25 июня в суде ему сообщили, что рассмотрение его жалобы пройдет 8 июля. Таким образом, активист приходит к выводу, что граждане Туркменистана не знают своих прав и не требуют соблюдения закона. Да что там простые люди? Чиновники, работники правоохранительных органов открыто говорят, какие законы в Туркменистане. Ты что, не знаешь, где живешь? Говорит активист. Душимов пообещал рассказать, чем закончится эта история. В Министерстве юстиции, в Верховном суде говорят, что справедливость в стране есть, посмотрим, отметил он.